построена она в типичном османском стиле. И на самом деле, вот здесь хочу сказать небольшое отступление. Главный плюс, который вы ощутите в путешествии по Кыргызстану, это то, что абсолютно все говорят на русском языке. Все. То есть никаких проблем с языковым барьером, ничего у вас не будет. Но если судить по современным тенденциям, на самом деле, это вот влияние России и русского языка начинает ослабевать. И вот эта мечеть за моей спиной очередное этому подтверждение. Дело в том, что, например, я остановился в отеле «Шератон». Это, бизнес-отель. Там практически нет русскоговорящих бизнесменов. Там одни турки. Турецкая экспансия и влияние на этот регион вот хорошо прослеживается на примере этой мечети. Китайцы тоже вдалеке не остаются. Например, я прошел мимо пожарной станции, думаю, какие новые машинки стоят там. Все здорово, красиво. Посмотрю, на них написано «Дар от Китая». То есть наращивает свою экспансию, а Россия теряет влияние в регионе. И на самом деле мне, как вот жителю Российской Федерации, это на самом деле довольно печально осознавать. Что я могу сказать? Мечеть, правда, очень большая. Внутри красивая, а я не могу сказать, что она представляет какую-то историческую ценность, потому что, это я предпочитаю больше какие-то памятники архитектуры. Это скорее памятник современной турецкой экспансии. Вот так.